Ждем зрителей. Ярко светит солнце. Такой хруст под ногами. Никого нету. О, наконец-то один зритель появился. Короче говоря, пойду по вчерашней буранице. Вчера я тут протоптал. Поброжу, похожу. Что-то совсем никого нету. Один зритель только появился и все. Сегодня 7 человек. Ну вот, все. В общем, 7 человек это уже не один. Можно уже и поболтать. Короче, ребят, просто вышел на прогулку. И по пути решил вот прямой эфир замутить. Но не знаю, насколько хватит такой мороз. Смартфон, аккумулятор. И связь насколько хорошо будет держать, ловить. Вот тут вчера я гонял, видео будет. Посмотрите, «Будни Олега», там получасовой фильм чисто по катушке на снегоходе «Буран» будет там уже на этой неделе. Вот, а сегодня я пешком решил прогуляться. Тут вообще чуть лево, чуть право, налей сразу. Под снегом очень много воды. Вчера сразу тоже появилась тут вода. Ну, вообще идеально получилось. Вчерашняя покатушка, вот я тут проехал, он замерз. Сейчас все капитально подморозило. Сейчас в данный момент 24 градуса на улице. Но ощущения все 30. Но солнце чувствуется уже, солнце уже греет. Солнце прям, вот я напротив солнца сейчас стою, и солнечное вот солнце попадает на лицо, и прям чувствуется вот это тепло. Ну, в общем, ребят, сейчас я пройду по Буранице, по сосновому лесу. Если возможность будет, там, если связь не потеряется, то побродим так в онлайн режиме. 31 зритель. Всем, в общем, привет. Фига, буранка. Читаю ваш комментарий. Так. Рыбачишь? Нет. Не рыбачу. Так. Так, привет. ККП. Виталик из Испании. Лайк смотрим. Спасибо. Не знаю, как у вас погода, но у нас сегодня, скажу вам, что в айфону не знаю, насколько хватит, конечно. Связь, я имею в виду. Посмотрим. Надо, чтобы интернет, который он был, в общем, без этого, чтобы номер не знали, чтобы никто не мог звонить. Тогда никаких проблем не будет. Ерунде там. Так, почему так плохо разговариваешь на русском? Вася Пупкин. Васек. Почему ты Пупкин? Разговариваю, потому что это мой не родной язык. Я
родился, живу в Коми Республике, общаюсь на Коми языке. Это мой второй язык, русский. Ну, бывает, и криво разговариваю. Я это сам слышу. Вот. Но кто хочет понять, поймет. Так. Новгородская область, минус 10. Но я смотрю, даже в Москве обещают минус 25 примерно. Может, завтра, послезавтра. Ну, действительно, в эту зиму всем хватило мороза, снега. А на вторую избу снегорасщекатель, снегозадержатель. Снегорасщекатель туда надо. В принципе, из жести можно быстро изготовить там к весне, если что. Но я сейчас был в избушке, как вы... Сейчас уже скоро выйдет первая серия. Уже получается завтра первая серия будет по катушке на вторую избу, на Буране. Уже будете смотреть. 2 серии я добираюсь до избы. Ну, в общем, хороший фильм тоже будет. И в этом походе я немножко снега убрал выше трубы. Это уже получается не так страшен этот снег, если сейчас уйдет. Потому что там убрано у меня. И еще, конечно же, я поеду туда проверить капканы. Еще уберу снег. И еще. Так что в этом году даже, думаю, этот рассекатель не нужен. Но в будущем надо, конечно, организовать. Это сделать надо. Ребят, слышите, видите или как там? Если все хорошо, плюсик поставьте, чтобы знать. Может, вообще что-то активности нету особо в комментариях и непонятно, слышно, видно ли. Но я стараюсь как бы показать вам в основном природу, даже себя не стараюсь снимать. А чтобы вы видели, где я хожу. Плюс, ну и отлично. Вот вчера я ездил вот здесь. Сперва туда, к озеру съездил. Потом оттуда приехал и здесь прокатился. Вот. На будни Олега будет фильм. Посмотрите. Вот следы. Это и я. И вчера на лыжах кто-то там рыбачил, палаткой сидел. Следы на лыжах с собакой. Ну, это у Миш Габова этот отец был. Старался здесь пошире. В одну сторону поехал и обратно параллельно так пошире чуть-чуть сделал бураницу. Потому что быстро наметает. И вот, пожалуйста, вот такое. Это, считай, здесь у меня старая бураница. И по старой буранице еще сколько проваливаешься. Путь держу, просто прогуляюсь. Туда и обратно так. Пока связь ловит, вот там. Болтаю, хожу. Из дома выходил, что-то холодно, думаю. А сейчас вот иду. Ну и нормально. Это, ребят, чисто прогулка. Вот. Лиса ходила по вчерашней буранице. Это уже лиса была. Вот она. Стекловато не утеплял. Нет, еще стекловату не возил туда. Так. Но туда надо немножко чем-то закрыть. В прошлом году жизнь там порвало. Посмотрим. Так, привет. 8323. Так, привет. 1419. Польт.
ну, по-английски я так себе читаю. Интернет хорошо работает в лесу. Но прошел до сюда от дома ровно километр. Ровно километр. Там слева, получается, уже кладбище вот тут. Вот, а там до сюда мы измерили навигатором ровно километр. Пока держит. Старый смартфон, который до этого пользовался, Realme, то он примерно, наверное, километров 2,5 отходил от села, ловил. Ну, сейчас, если связь будет держать, куда я ездил вчера, до туда схожу. Так. Моему другу Лосяшу привет передайте. Нормального имени нет у вас? Там кому привет передавать? Лосяшу. Лосяще или ше привет. Так. Пишите по имени. Так. С Оренбурга привет. Вы эстонец? Нет? Не эстонец. Добрый день, или привет. Эстонцы приезжали к нам один раз, я видел их. С концертом выступали. Давно это было, до перестройки еще. Раз сейчас морозы, и в прошлом году забыл снять зайчиков на доме, тогда сейчас с ними. Да, они не мешают, в принципе. Вентиляция. Немножко зайчики выходят. Проветривает дом. Вот тут косогор небольшой. Вот смотрите, сколько снега на деревьях. Вологодские леса нет. Коми лес. Коми тайга. Там название моего канала прочитайте. Напротив Коми. Все, что показываю, это касаемо Коми. Коми природы, Коми леса. Старые следы тоже. Эти. Как же лисы ходили. Обычно я так хожу, фильм снимаю, но сейчас у меня фильмы есть. И на обеих каналах там достаточно снято уже, записано фильмов. И сегодня еще до выхода вот сюда на прогулку я фильм снимал. Поэтому и включился, да, и думаю, прямой эфир попробую. Павел Панов, привет. Сколько градусов? Ну тут вот именно вот солнце не попадает, примерно 25 градусов. 25. На солнце, прям солнце хорошо греет. И такой градус один раз я налегке оделся там, вообще легко, и пошел на вторую избу. Вот тогда я замерз капитально, конечно. Воспалил вот этот шею и все до костей замерз. Там шел на лыжах, потом останавливался, где вот солнце попадает. Там сидел, там чай пил, чтобы не замерзнуть на солнце. А утром еще жестче морозы крепчают, когда солнце выходит. Так что одевайтесь хорошо. Ну, сегодня одет. Я пока не мерзну. Но руки, пальцы быстро мерзнут. Сейчас вот смартфон держу и остывают уже пальцы. Сухая зима получается у вас. У нас в Татарстане, если 25 день страшно влажность. Сейчас вот глухозимье
воздух такой сухой, действительно хороший. А первые морозы холоднее почему-то. И мне писали в комментариях, что это из-за влажности. Вот тут грибы всю осень собираем. Я вам показываю фильмы. Старые волока здесь. Дорога. К Пилораме там ездили. Кольцевая типа. Вот сколько снега. Так, Дубень. Извините, Дубень, это значит очень холодно. Я понял. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, про то, как вы осознали, что занимаетесь никем в своей жизни. Спасибо за ответ. Но осознание приходит неожиданно. А ты, скажем, отработаешь, к примеру. Вот ты работаешь где-то, и в какой-то момент ты от этой работы начинаешь уставать. Не физически, а морально. Как-то морально устаешь, интерес теряешь. И вот ты уже понял, что это не твое. Лучше в этот момент лучше меняй работу, или же чем вы занимаетесь, скажем, охотой, рыбалкой. И такое в моей жизни много раз уже приходило. Вот чем-то занимался, скажем, и в какой-то момент надоедает. Не только, скажем, работа, а в жизни. Ну, блин, я не знаю. Вот, знаете, вот, если, к примеру, еще второй пример. Когда я женился с Виктором, начали мы жить, мы трудились, работали, она постоянно в школе учительницей, а я несколько работ даже пришлось поменять. У меня только мотоцикл «Восход» был. Я вообще не думал, что когда-то я выучусь на права там, чтобы водителем стать. Никогда этим это не думал. И одно мгновение вот что-то по мне включилось. Надо выучиться. Желание. И я выучился и сдал права там, экзамены, получил права, в общем. И также вот бывает просыпается желание к чему-то, и бывает угасает. И сейчас у меня какое-то угасание этого. Тогда желание было больше ездить в Сыктывкар, больше быть на дороге там, больше кататься на машине там или еще. А сейчас наоборот. Я готов даже, знаете, заплатить таксисту деньги и сесть спокойно, съездить и все, чем самому за рулем сидеть. Вот. Вот такие дела. Надеюсь, ответил как смог. Осознание, вот про осознание. У нас в Омске тоже минус 40. О, еще холоднее. Так. Сергей, привет. Политик. У вас семья есть? Или вы одиночка? Самурай. У меня семья есть, жена, 2 сына. Конечно же, семья есть. Будни Олега, подписывайтесь, там больше увидите про мою жизнь возле дома, там как там немножко снимаю, где живу.
Тут уже все касаемо природы, охоты, рыбалки, походов. Этот канал. А будни Олега, второй канал мой. Ну, по описанию там загляните, ссылку найдете, переходите по ссылке и подписывайтесь тоже. Там каждый, ну, сейчас, в принципе, через день выкладываю фильмы. Бывает каждый день фильм выходят. Так, куда топаешь? Топаем по следам. Просто прогуляюсь. Вот думаю, я до сюда хотел дойти сейчас и развернуться потом. У вас в Шиндаре. Так, у нас в Шиндаре 20 чем. Ага. Так, если самурай. Ну, не путайте самурай и самураи, сами понимаете, они живут в Японии, и к нам это вообще не относится. Вот такая вот природа, ребят. Извините за наглость, еще один вопрос. Имеете ли вы зависимость от мнения других людей? Сравниваете ли вы себя с другими людьми? Так, насчет сравнивать особо нет. Но когда в комментариях когда в комментариях читаю негативное, когда мой адрес пишут, становится тяжело, плохо. Вот тут на мотособаке ездили. Вот. Это вчера после меня. Вот, видите, какой след. Это я здесь ездил вчера на Буране, топтал именно до этой дороги выхода. А здесь уже после меня на мотособаке гоняли. Ну, тут недалеко капканы ставят, на он и ездит. А чтобы сравнивать, но как другие живут, все равно так не получится. Что они имеют, тоже я смысла не вижу там за кем-то гнаться и быть таким, как они. Хороший пример надо брать. Я ничего не говорю насчет этого, только хорошее надо брать. Как сказать? Сейчас мысли соберу. Не только примеры, вот хороших людей, у хороших людей примеры брать. Я вот уже в свое время брал примеры у некоторых, у трудолюбивых людей. И как смотрел, как они работают, и старался тоже вот жить именно этим. И я не знаю, как еще по-другому ответить. А сравнивать, как еще можно? Толку сравнивать. Вот если сравнивать по работе в интернете, кому-то везет по просмотрам, кому-то нет. Кто-то вот так видео записывает, кто-то вот так. И я выбрал свой формат. Записи видео, многосерийное видео. И смысла не вижу, чтобы вот кто-то там снимает, и у них просмотры, и побежать так тоже делать. Не стараюсь. Я иду своей дорогой. И где-то, еще раз говорю, какие-то хорошие примеры тоже беру. И все в остальном, в принципе. Так, Алекс, привет. Красотища, так. Привет из Литвы, привет. Так, Геннадий, привет. Коми, привет из Пскова. Так, привет, пишет Виктор. Пушни много за сезон добываешь. Когда как? Я профессионально этим не занимаюсь, скажем, чтобы жить на этом. Добывать и жить. Вот именно на эти деньги, как в Сибири там. Нет, это получается даже немножко любительская охота. Профессионалы, они домой приезжают,
немножко побудут там пару дней и обратно уезжают дальше промышлять. А я сейчас капканы поставил и дома, скажем, захотел, съездил снова, проверил. В этом сезоне пока 2 штуки у меня. Сейчас, секунду, ребят. 2 штуки. Одного добывал, стрелял, вам показывал. Второго на капканы вот попалась. Так, Лина, а кем вы работаете? Блогер я. Много работ менял. Начинал до армии, получается, до армии полгода работал, потом после армии, ну, постоянно в работе, и стаж примерно 25 лет стажа у меня. Не знаю, пенсия вообще будет, не будет, но пенсия 60 лет, до 60 лет еще далеко, 10 лет еще, и сейчас основная работа у меня, конечно же, вот это блогерство. Пока есть возможность работать в интернете, работаю в интернете. В остальном, скажем, где-то еще работать, но нету работы у нас в селе, нету. И куда-то, чтобы ездить, ну, если нужда заставит, то только так. И на вахтах работать тоже здоровье надо. Вот если работать, именно работать, тяжелую работу, чтобы деньги получить, это надо работать. А чтобы работать, надо здоровье. Вот. А здоровье у меня уже основное, я потратил все силы. Я не скажу, что я старый еще, но здоровье у всех разное. Вот. Ну вот тут, короче, буксовал, тут ездил. В общем, на днях посмотрите, потом пока ты вот до сюда я ездил, а мотособака еще куда-то вон туда ушла. Так. А что скажешь о гравицепа для... Да я даже не буду заморачиваться на такие вопросы, я это не знаю. Олег, как себя чувствует без денег, Сань? Так, Саня, удачи. Ты... Так, Саня, удачи на артиллерии. В общем, собака, все хорошо. Что насчет артиллерии, что-то я не понял. Хрен пойми, что-то прикалывается какой белый снег. Да, снег у нас всегда такой белый-белый. И уже вот когда еду я, скажем, в сторону Сыктывкара, 60 километров проезжаем, у нас отличается снег. Там уже каждым километром все уже меняется. А в городе много там выхлопных газов, трубы, котельные. Отличается. Население далеко. Братишка, сколько километров? Населенный пункт до сюда примерно 1,5 километра я ушел. Я уж так слово поймите уже. Так, кстати, японские кэнди. Так, это Япония я не буду. Добрый день, Олег. Завода Белозавич, благодарим вас. Так, у вас даже снега нет. Так, у нас дзэдзи. Дзэдзи-то есть. Ну, снег тоже. У нас их много, и нам, наоборот, надоедает этот снег. Медведей нету. Есть медведи. Медведи есть. Они сейчас спят. Олег из не интересуется. Ой, так, Серегиных расчетах. Можешь что-то сказать? Ничего не могу. А Коми это где? В какой части страны? В Яндекс помощь.
В Яндексе посмотрите, где находится Коми. Тут ручей, тут мостик. Ну, в походах тоже видите. Так, каждый сам себе кузнец, свое счастье, правильно говоришь. Как может так говорить? Так и надо, и это реально так и надо. Ты смотри, хоть нет там, вот у соседей там иномарки там или еще какой-то дом из кирпича там. Если у тебя, тебе не дано, если тебе не дано, ты все равно не построишь этот кирпичный дом. И своим трудом, кто вот реально зарабатывает, он никогда не сможет построить. Или сможет, ну, я не знаю, это очень долго. Чтобы... Не буду уже заострять, конечно, тему. Нафиг это надо. Да, здесь, наверное, он развернется. Тут на лыжи встанет где-то. Я в прошлом году здесь чагу собирал. Я вам фильмы смотрел везде. Прошел тут от и до. Снег держал в этом году на лыжах. Ты никуда не пойдешь. До сих пор еще снег не держит. Поэтому не получается походу. Вот. И здесь капканы я видел. Стоят на куницу. Да, тут никого нету. Сергей, привет. Сыктывкар. Так. А нет, да зачем бояться сейчас? Сейчас безопасно. Я думаю, если вот с поворота волк появится, там, даже 2-3 штуки, я, конечно, как нормальный человек, немножко испугаюсь, но они, думаю, не нападут на тебя. Вот, пожалуйста, вот для примера, вот старая бураница моя. Вот. И сюда отъехал человек на мотособаке. И как он провалился, очень глубоко. Вот. А, даже туда он заехал. Ага. Там тоже, наверное, капканы стоят. Колея такая, вот смотрите. А здесь уже он старые следы моей бураницы уже намело. Дальше не пойду, буду возвращаться. Валера, привет. Так. Привет, Валера. Так, Игорь Рышевцов, привет. Иуда Фениксович, привет. Александр, привет. Если в Японии... да, нахрен не хочу читать. Это самурая. Национальный поса, если же говорю о реальной истории. Так. Ополчение. Так, это что за спам какой-то нахрен? Внутренние силы. Тыры-пыры. Интересно, кто-то изготовил еще шубы из медвежьей шкуры. Вряд ли, наверное. Чучела, наверное, в основном делают из шкуры. Акцент прибалтийский. Я не знаю, ребят, это много-много лет мне уже такое пишут. Но я вот родился даже в этом селе, где я сейчас живу. Дальше не пойду вот тут. Смотрите, какая красота. Так, покажу сейчас. Так, сопли текут. В общем, всем еще раз привет. Обратно сейчас пойду. И насчет акцента. Много лет уже мне пишут. Вот как начал видео снимать. Сперва-то видео снимал как? Немножко выкладывали из семейного альбома там видео. Потом проблемы с монетизацией не было. Включили сразу же в монетизацию. Там центы начали приходить. И уже начал видео больше выкладывать. И начали писать там в комментариях уже те года, что акцент, я не знаю. Я вот здесь даже не в Сыктывкаре или не в райцентре больницы, а именно в этом селе родился. И всю жизнь мама здесь тоже жила, и не знаю. У многих из Комы с таким акцентом у нас.
Не только чтобы я такой, а у многих. Я даже слышу, вот когда покойно разговаривают на передачах, и вот там я слышу, чтобы вот между собой, когда разговариваем в селе, я не знаю, я этого не чувствую, не слышу, не вижу. Это только может там зритель увидеть, услышать. Вот. Вот это прогулялся я сегодня. Вот так иду. Руки мерзнут в такой рукавице на, как сказать, сам тело не замерзает. Сейчас, ребят, я еще вот так сделаю. О. Вот и все дела. Сегодня видео записал. Там, в общем, от подписчиков посылка пришла. Посылка с обзором будет там видео. И немножко поговорил, рассказал про поиск Тулана. Вот сейчас вы сериал смотрели, 4-серийный. Вот. Там все конкретно рассказал, что как. Не буду здесь уже перерассказывать. Посмотрите, на этой неделе, наверное, выйдет фильм. Там подпишитесь на будни Олега, на мой второй канал. Вот там вы увидите, услышите ответы. И про GPS-навигаторы. Всю эту тему я там затронул. GPS-навигатор, поиск собаки, волки и все остальное. И в комментариях еще вот забыл там сказать про оружие в чехле. Вот это я забыл. И поэтому, наверное, здесь я это пару слов. 2 фильма последних у меня были вот «Поиск собаки». Там у меня целые 2 дня я ходил с ружьем, но они были у меня в чехле, ружье. И не до этого, а после этого на вторую избу, когда ездил, там тоже у меня в чехле были. Вот смотрите, сколько снега. Вот. Видите? И когда ты ружье в руках держишь, он просто весь снег во все щели ружье лезет. Карабин, ружье, комбинашка или пулемет, хоть что. А когда ружье в чехле, ты ружье так готово к стрельбе, он не в снегу. И знаете, еще один момент. Если вдруг вы увидите след, вы быстро расчехлитесь и будете тропить. Я имею в виду, если горячий след. На охоте, скажем, если кого-то увидел, там пробежал, быстро расчехлился и начал тропить. Лошадникам это тоже касаемо, когда свежий след. А в остальном, если птицу увидел где-то, расчехлился и пошел там, подкрадываешься. Но когда вот я Тулана встретил, когда он на меня, как бы в сторону меня, он обратно уже шел. Я так увидел, я немножко испугался, такая морда, блядь, как волк. И вот в этот момент, конечно, если волк на меня напал бы, я бы не успел расчехлиться. Или же, если у вас был шанс увидеть, вот спонтанно, вот ты идешь, и вдруг увидел, волк идет, или же заяц сидит. Там для тебя 10 секунд, чтобы снять с плеча там ружья, прицелиться, выстрелить. И вот этот момент бы я, конечно, пропустил добычу. А в остальном, что в чехле, что тут удивительно? Он даже намного лучший, из лучших вариантов. Ружье всегда чистое, нигде льдом не замерзнет, и всегда можешь выстрелить, ружье не подведет. Но можешь пропустить дичь. Это тоже есть. Так, сейчас разверну обратно.
Так, привет, Константин. Вообще, я болтаю. Надеюсь, все снимает, показывает. Ну, в общем, посмотрите по катушке потом. Так, они сами регулируют свою численность, а люди тупые. Так. Численность зверей и птиц они сами никогда не отрегулируют. Это природа может отрегулировать. Вот это он может. Когда птица под деревьями, а они выбирают именно кополухи, не какое-нибудь пышное дерево или же на верхушке. Они выбирают открытое место и вот такой вот подсад маленький, и он там гнездо делает. И вот весна пришла, скажем. Весна пришла. Все сели, вот тысячи птиц сели на гнездо. Вот. По некоторым, у некоторых логика такая, что человек всех истребил там, тыры-пыры. Но регулировка, ребят, идет с весны. Когда птица на гнезде и весна холодная. Вместо теплых дней падает снег. Когда вылупляются уже птенцы, падает снег. Непрерывные дожди неделями. Птица вся погибает. И самочка одна летает там и все. Выживает она не только 1%, 0,5%. Вот это и есть саморегулировка природы. А то, что вот я там охочусь, ну я добыл, скажем, из 5 птиц там 3, 2 штуки осталось. Они также будут размножаться дальше. Но это, ребят, бесконечные споры. Это я уже убедился. Раньше я тоже спорил, доказывал, что это не, бесполезно. У каждого свое мнение. И там все равно некоторые, хоть не правы, все равно будут свое доказывать. Есть такие люди. Большую роль играет вырубка леса. Я вам показывал в своих фильмах осенних вырубленные леса, какие площади. И это малая часть того, что вырубают, я вам показал. Если дальше ехать, там круглый год, ребят. И это не прибавляется, тайга. Одним днем не растет. Это каждым сезоном все больше площадей исчезает леса. А птицам, животным надо простор, тайга, укрытие. А их нет, не остается. Не знаю, когда это все закончится, когда уже прекратят. Да никогда. Они пока все не выстригут. Вот. И через 100 лет, как вырастет новый лес, то уже получится новое, но уже нас, конечно, не будет, уже другое поколение будет. И тогда все по-новому возобновляться будет, там природа восстановится. Всему свое время, это много-много лет пройдет. Что было до нас, послевоенных времен. Представляете, сколько дичи добывали там вообще сотнями по 500 зайцев на охотника. Представляете, какие масштабы охоты были. Куниц там, не сосчитать, медведей, лоси там возле села бегали. А сейчас нет. Сейчас что остается, они тоже не глупые птицы, звери. Они убегут, спрячутся на заповедных лесах, где жесткая охрана. И там простым охотникам просто делать нечего. Или платные участки, где лес еще хороший, но там лицензии простой охотник не может купить. Или же обычно есть заповедные места, здесь у нас в Коми Республике тоже есть. Вынуждены будут птицы и звери туда улететь, убежать. Это мои мысли. Можете исправить меня.
на родник на Федор ездили. Фильм будет. Все будет. Уже, может, даже и завтра выложу. Как ездили, что там. Как всегда. Так, Big Boss. Привет. Так. Повык какой-то говорит привет. Ну вот, ребята, в общем, удачно так. Вроде телефон, смартфон выдержал аккумулятор. Сейчас в Телеграме тоже выложил ролик небольшой. У меня, в общем, сдох аккумулятор на подводной камере. И я нашел это аккумулятор. Новый заказал, уже в пути, уже едет. В конце месяца привезут. Буду менять. Надеюсь, все подойдет. Если все подойдет, то я хотел уже за 3000 новую камеру. Потом голову дошло. Да, думаю, разберу, может что-то получится. И да, есть возможность поменять. Если поменяю, эта камера у меня рабочая. Пишет. Даже можно там записывать видео, когда под водой что-то рассматриваю. Примерно вот зимний лес показал такой поход. А фильмы, ребят, были и будут. Спасибо всем, кто новые подписчики подписались. Сейчас вот в эти серии у меня нормально больше 100 человек, наверное, подписалось. И я вас не разочарую. В дальнейшем фильмы у меня записано уже, и дальше буду записывать. Походы еще зимние на буранах и на мотособаке будут. Потом весна, лодка. Также походы, как всегда. И не будет там голодание, ваше голодание, что вот раз в месяц или раз в неделю фильм выходит. Фильм выходит через день, минимум через день. И это, думаю, неплохо. После работы, чтобы вот посмотреть получасовой фильм, что будет происходить. Если будет там птица, живность какая-то, кого-то добывать, но это обязательно я буду показывать. Но в большинстве случаев по комментариям даже я вижу, что людям в основном надо вот это вот это все. Снег, природа, лес. И даже не важно, что я там добыл. А смысла тоже не вижу, что вот бывает вот прошлую, вот этот сезон осенний, всю осень. В каждой серии там я добывал птицу. На каждой серии. Ну вот, есть люди, которые все равно не хотят видеть и не видят по мне охотника и не видят, что что-то я добыл там. Чтобы вот, скажем, добыть крупную животного, не зверя, я имею в виду, лось это уже животное, то там нужна лицензия. До волка добыть нету, к сожалению, у нас волков. Много волков. Проходные проходят и все. И вот за осень, за зиму, наверное, одного волка у нас добыли. И вот Тулан еще ходил за волками. Больше пока следов вроде и не было. И если они водились бы, было бы интересно. Я бы тоже ходил. И капканы можно ставить, и петли, и все. Было бы на кого охотиться. Если удастся добыть волка, то есть шанс, что вам дадут лицензию на лося. Да, и смотрю на других каналах вот, охоту на лося там. Ну, показали еще, и как-то вот, какой-то взрыв эмоций. Ничего такое. Я не вижу, что просмотры там сумасшедшие большие. Нет, ничего не меняется. Вот такие дела. Ну, что там
вроде рассказываю. Так, привет с Узбекистана. Привет. Привет из Сибири, Томской области. Олег, с удовольствием смотрю фильм. Спасибо большое, Никита. Так, а куда вы направляетесь? Уже домой. Я чисто прогуляться вышел. Ненадолго. Час уже гуляю. Вчера вот здесь ездил на буране, и хорошая бураница получилась. Протоптал дорогу. Так. Привет, Сергей. Привет с побережья Татарского пролива. Привет. А это какая область? Коми Республика. Так, грибы собираем. Да, сходил. Хай гайс. Что это, не понимаю. Здравствуйте. Олег, привет из НС. О, рад, что пропал на прямой эфир. Смотрел все фильмы. Спасибо за вашу работу. Спасибо, Ирина, большое за теплый комментарий. Вот так. Ну, в прошлой неделе, наверное, в субботу, или когда я выходил в прямой эфир, и сегодня вот решил так. Думаю, дай прогуляюсь и проверю, как выдержит смартфон и интернет там. Вроде все работает. Где-то от села примерно 2 километра отходил. 2 километра. Все работает. У нас минус 25, и в такой мороз не хочется рыбачить, и смысла я не вижу. Там холодно сидеть возле лунки. Если будет до 10 градусов, возможно, как-нибудь еще включусь на рыбалке. Ближе к весне это. Вот. А сейчас, пока охота открыта, морозы спадут, и я обязательно лучше, если получится, съезжу на охоту, капканы проверять. И как закроется охота, уже, думаю, буду снимать фильмы про рыбалку. Да и сейчас уже я в планах у меня порыбачить было. Но тут морозы. Все планы меняют. Но зато вам природа поснимал сегодня. Многим это не хватает. Ветра нету и здорово. Так. Привет из Сыктывкара. Так, Виталик. Ольга. Так, Ольга, место красивое у вас. Астрахань. Да, место у нас в основном на этом берегу сосновый лес. А где село находится на другом берегу, получается там в основном ельник. Еловые там елки. Я родственника родом с Коми Республики, а сейчас все проживают мало. Понял. Привет. Чолом привет. Ну вот. Так что вот это, что висит снег, что висит, вообще проблем не было. Связь хорошо держит. И сейчас я тоже одно видео смотрел. Наш земляк с нашего села там поехал в избушку, и в избушке там с интернетом. Интернет слабенький, но можно там в интернете посидеть. И он как-то подключил стабилизатор, наверное, для интернета, для связи. Там надо электричество, конечно, электростанция, но тоже, думаю, вещь хорошая. Надо поспрашивать у него, что почем, как работает. И в будущем, ну, если надолго в лес ехать, скажем, чисто если погоду там посмотреть, или же еще, да и мне в комментариях об этом писали, насчет вот это сигнал, там усилитель сигнала, наверное, усилитель сигнала, если правильно там. Дрова хватает. Пока покупаем 13 тысяч за 12 кубов.
12 кубов, 13 тысяч. В год примерно 10 кубов уходит. Дрова возят, потому что предприниматели работают. Пока есть предприниматели, с дровам проблем не будет. Если предпринимателей не будет, лесорубы, если встанут, будет очень тяжело. Но как-то сейчас какая-то есть возможность еще купить для населения, наверное, с документами как-то, если не полениться, разобраться в этом, куда надо заявление подать, и можно еще брикеты купить. Или дают, или купить. Может, с большой скидкой, или... Вот эта программа тоже действует для населения. Ну, лучше, конечно, дрова. Брикеты, они очень много жара дают, и думаю, даже, наверное, кирпичная печка долго не выдержит. Может и выдержит. Что-то жар у них, как говорят, очень мощный. Так, привет с Печоры. Как погода? Минус 25. 25. С утра 27 было. Чуть-чуть потеплело. Немножко. Круто. Браток, красавчик. Южный Казахстан смотрит. Природа класс. На фоне светящего экрана. Вот на солнце еще, конечно, пейзажи, конечно, это не передать на видео, но когда воочию видишь, радует погода по-своему. Но хочется уже тоже немножко, чтобы потеплело и смогли ходить в лес на рыбалку, на охоту. По такому снегу на лыжах невозможно ходить. Вот. Давайте до реки еще пройду и потом уже все выключусь. Тут немножко осталось. Вон там была пилорама. Даже линию проводили. Но перестройка еще. Короче, здесь площадка была. Эстакады. Разделывали лес. Все заросло. Вот. И предпринимателей нету таких, чтобы вот тут пилораму поставили. Да, и леса нету уже пилить. Мелким предпринимателям лес не дают. Все уже поделено. Все кварталы. И малышей уже выгнали давно. Ну вот после перестройки лесом заниматься было, конечно. С торговлей, лесом, вот тогда. А сейчас толку нет. Так. Так, Татьяна, привет. Здравствуйте. А у вас косули что нету? Нету у нас. Косули нету. Лось есть, северный олень, кабан, заяц, волк, медведь. Вот такие звери. Барсук, енот, росомаха, куница. Все мелкая пушнина, все есть. Северные тоже. Косуль нету. Глухари, птицы. Глухарь, рябчик, косач, куропатка. Такие вот есть. Загубили лес, жаль. Да, беспощадно. Что-то перебор, беспощадно стали вырубать. Раньше такого не было. Такими масштабами это надолго не хватит. Это уже очевидно. Это очевидно. Чтобы раньше, как сказать, как же
Раньше бригада, скажем, 15 человек или сколько там за месяц, 1000 или 1500 кубов на месяц, 15 человек там лес вырубал. Сейчас за одну смену 1000 кубов. Одна смена сутки и 1000 кубов. Представляете? Месяц раньше вырубали или сейчас за сутки. Вот вам и разница. И круглый год. Не перестает там. Эту технику вообще надо запретить. Как запретили охота на этого, как сказать, из карабина по боровой птице. Это тоже беспощадная вырубка. Ну, что поделаешь. Закончится и перестанут. Все. Почти дошли, вон он. Село. Погулял вдоволь. Надеюсь, горло не остыло, блин. Бла-бла-бла там. Час времени. Вот тут летом в основном здесь ходят с реки. А я вот здесь тропинку протоптал, чтобы по наледи не бегать, там все заметает снег. А здесь проехал спокойно. Перешел через речку напрямик. И все дела. Куда вот это гнет потом доедешь. Видите, как красиво. Я и говорю. Красота. Ну что, давайте, ребят, буду заканчивать. Что-то снега нету. Ну, у вас нету, у нас есть. У нас много. Невозможно ездить и ходить из-за этого снега. Вообще не держит. Ну, примерно так. Обязательно, ребят, подписывайтесь, кто в гостях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мои другие каналы. Все в описании под видео, под каждым роликом. Больше уже сегодня рассказывать, показывать ничего не стану. Все. Вон там село тянется, где-то 2 километра у нас. Очень большое село. Там вышки, 3 вышки. Вон там связи МТС, Теле2 и мегафон. Вот самый короткий мегафон. Раньше была короткий, потом МТС поставили, потом Теле2. Билайна нету. Там церковь с нашего дома хорошо видно. Вон там школа. И дальше идет вон там. До опушки леса. Тут река. Где рыбы совсем мало. Такие дела. Все, давайте. Пупкин, тебе быть Пупкиным всю жизнь. Пока-пока. Хочешь чем-то задеть, на толку от тебя мало будет на этой жизни. Смотрю. Так, усилитель связи 4К стоит ВБ. Классная вещь, рекомендую. Вот-вот, я только первый раз тоже вот услышал, увидел. И я думаю, надо посмотреть. Ну, особо мне не надо, но кто много в лесу находится, кто не может без интернета, вещь, тема, думаю, будет интересная, хорошая. Все, давайте. До новых видео, до новых встреч, до новых стримов. И подписывайтесь, смотрите мои походы. Все, пока.